В мире технологий, искусственных интеллектов и роботов все чаще возникает желание уехать подальше от всего нового и современного в бытовую простоту. Иметь дом в маленькой деревне сейчас это роскошь, уехать от городской суеты, ежедневных будней и просто немного передохнуть и набраться сил. Иначе для чего нам эта вся жизненная суета? Нагреть печь, чтобы было тепло, протопить баню, чтобы ощущать себя чистым духом, телом и мыслями, попить парного свежего молока или чай из собранных и высушенных трав. Насладиться тишиной, звучанием и красотой природы. Я Екатерина, и я снимаю «Жизнь без условий». Впервые, когда я приехала в свой отпуск в деревню, у меня в голове были картинки из Pinterest и собственные руки. Я начала переделку участка без тяжелой техники, без людей, своими руками. Захотелось привести участок в порядок из подручных и природных материалов. Я ощутила легкость жизни от простоты быта, тихой местности и живой природы. И я начинаю свой фильм «Деревенька», который будет состоять из небольших сюжетов, сейчас зимой, и немного покажу вам, как он преображался, как все начиналось. Потому что я поняла, что когда будет готов участок для проживания, смотреть не так уж и увлекательно, как его подготовка. Этот проект — это часть того периода, когда в этом доме бабушка в печи готовила еду, когда дом был полон внуков. И здесь почему-то очень так кайфово, вам не передать. И мне захотелось продлить жизнь нашей родовой усадьбе. В этом коротком сюжете уже можно посмотреть, как начиналась переделка. Я приехала в отпуск и просто что-то делала. От этого уже на участке становилось привлекательней. Приятного вам просмотра! У кожнага агеньчык ёсць у сэрцы і ў вачах. Праз цемру і туманы скрозь, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца. І чтоб у жыцці не адбылось, яно не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Двум берагам адной ракі ніколі не сустрэцца, але без іх залье лугі, ракі не застанецца. Так і паміж братоў, калі маланка пранясецца, суцешыць іх хата бацькоў, яна не прадаецца.